Привет! Я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект партала Татбай і хаты з краю. Сёння прыехаў у госці да архітэктара, які будуе вось такую прыгожую хату. Ён мне расказаў, як можна добра сэканоміць. Напрыклад, падмурак яму абышоўся всяго ў $300, а сістэма ацяплення ў 1000. Домик по першым паверсе 55 квадратов прыкладна, ну плюс антресоля такая на спальне еще 15, может быть, квадратов. И такая зашитый такие кавалочек горыща маленький, ну квадратов может 8. Суммарно там за 70 квадратов, под 80. На сегодняшний день у нас укладено, я так думаю, ну крыху больше за $10 000, там ближе до 11 уже наближается, коли там всякую розную дробість налічить так само. Вот. При этом пока что неясная ситуация с водой, ну и отповедно с канализацией. Каркасник легенький, то есть думали поставить на металловые свидрованные пали. Коли нормально ставить, то тут коля 20 палей. Ну и налечили нам больше там $1000, и это была значная частка нашего бюджета. Ну и мы вырашили, что спробуем сами, и как бы все цудовно отрымалось. То есть мы купили вот канализационные трубы вонковые, такие оранжевые, замовили целые 2 куби бетона. Ну и полкубы застались лишние, на самом деле. Я на вечер взял мотобур, закрутился этим мотобуром по разметке. На наступный день мы приехали на вечер, мы же после працы это все выставили, это все по ватерпасе. Арматурку мы так само загодя там закупили, нарезали нам одразу там, где мы купляли. Все, закинули арматурку, закинули ведрами этот бетон. Ну, машинка там подала нам кучку эту. Шпильки поставили на той КП-бязку сверху, робить дровляную. Простые приехали, у нас уже все стояло. И, власне кажучи, вся история нашего подмурку. Им там 3 дни и $300. Коли хочется великое ашкление, то можно это великое ашкление, коли не продугледживать там розные отсовывания, открывания, закрывания, коли это просто глухарь такие, как глядеть на пейзаж. Можно просто ставить шклопакет у простенок там як. У нас ось, наприклад, тут стоїть слуп, який роз'єдновує шклопакет вітражний і виходні двері. Двері, ну якби звичайні, там з профілем і все, а шклопакет стоїть чисто на пене і чудово тримається. Обклеивается по периметру стужка гидроизоляционный звон. Ну а после внутри такая же пароизоляционная стужка наклеивается. Ну и после уже столярка. Так само разные ступени можно экономности робить. После уже высветлил, что немцы у своих этих новых фахверковых домах, там цалком шляные, которые такие пригожие, эту ж прикладно технологію використовують, ну там на німецькому, конечно, зровні, но сутність та ж сама, коли це брати який-небудь там, навіть не Шуко, там який-нибудь Лютех, ось той, хто робить великий шклопакет, і це легко коштує, ну, на такій площі некілька тисяч. Легко. А тут отримлюється, ну, мені шклопакет застався в оглі безплатно, но в принципі мені було забронировано на його там $50 на квадратний метр. Тут я думаю, что квадраты 3 на скидку, вот миновито шклопакета это, ну то есть $150. Ну может быть 200, я докладно не памятаю уже. Ну у нас там шмат таких пейзажных окон, которые там, с которыми мы тут на своей пригожости любуемся. Великий шклопакет для того, как, ну, глухарь, как глядеть в окно, и маленький, как проветриваться. Мерковалося, что я сам себе складу цегляную печку. Выделили в каштарысе на это целых там $300, по-моему, полечившие эту цеглу. Наши сябрыки тут недалеко жили на той час, они сказали, что ой, не, печка это жах. Узимку фактично немагчыма приехать, потому что приезжаешь у минус, печку починаешь там не кочегарить, она не там кочегарится, на другий день починает быть, ну, нормально тепло, а тебе вже з'їжджати. Ну, одразу ми відмовилися там від цегляної печки на користь, ну, там, чугуньової. І вона, звісно, коштує там $500-600 разом вот з цим всім трубою і всі остальні цією штукою нам коштувало, то есть уже в 2 рази більше. Але ось та штука, яка там висить, це на самой справе не кондишн, а тепловая помпа, яка повітря-повітря система.
І высветлілася, што каштуе не так і дорага. На нашыя цеплавыя патрэбы вось атрымлівалася, ён каштуе там $700. Пры гэтым фішка ж у тым, што ён не проста цеплыню дае, ён антифриз, ну, карацей, у яго энергаэфектыўнасць коэфіцыент 3,5, то есть он на кілават электрычнасці 3,5 кілаваты цеплыні дае. І это уже, ну, як бы совсем другая лічба. Тым больш таксама з Wi-Fi можна там ему накруціць на адсутнасць на сваю там плюс там 5-7, а перед приездом натопить это уже до пристойных там каких-нибудь 20, и после приехал уже выключу и печкой там дотопливаешь. Ну и плюс у нас такие open space как бы меркуется, я там все равно по там санузел вот там будет такой катушок майстерни, я там по конвекторы повешу, потому что там будет, ну, как бы зачиненное помешкание, это все не подогреется так, как треба. Але в принципе вот на это помешкание наше там с антресолей, ну, коли такие открытые помешкания, то вот такая штука рулить как бы цудоўна. Калі у вас таксама ёсць добрыя гісторыі, як можна зэканоміць на будаўніцтве, пішыце мне пра гэта ў каментарах, і я прыеду да вас у госці. Падпісвайцеся на хату з краю, каб не прапусціць новыя відосы. Пакуль!